Наконец-то это случилось, таджики этого очень долго ждали. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что омрачает достаточно радостную ситуацию. Подписывайтесь на наши обновления, точно будете в курсе всего самого актуального. Министерство транспорта Таджикистана объявило стоимость проезда на поездах, которые будут курсировать между Таджикистаном и Россией. На официальном сайте этого министерства 9 августа опубликованы цены на билеты на поездах Рахи-Ахани-Таджикистан. Стоимость проезда будет составляться в зависимости от станции назначения от 1500 до 1856 самани. Например, стоимость билета по маршруту Куляб-Волгоград протяженностью 3362 километра установлены от 1581 самани до 2030 самани в зависимости от категории вагона. Наличие дополнительных услуг, расположение мест для сна и сидения внутри вагона. Билеты на поезд по маршруту Душанбе-Волгоград протяженностью 3111 километров будут продаваться по цене от 1434 до 1856 самани. На остальных маршрутах стоимость билетов определяется в том числе по согласованию сторонами, границы которых пересекает поезд, сказали в министерстве. В настоящее время ГУП Рахи-Ахани-Таджикистан ведут переговоры с соответствующими органами Узбекистана, Казахстана и России для того, чтобы прийти к единому решению по вопросу о скидках на проезд. Ожидается, что первый поезд после почти двухлетнего перерыва по маршруту Куляб-Волгоград-Куляб отправится 16 августа, а по маршруту Душанбе-Волгоград-Душанбе 27 августа. 7 сентября должен отправиться в путь поезд Худжант-Волгоград-Худжант. Возобновление движения поездов между Таджикистаном и Россией должно произойти в то время, когда стоимость авиабилетов по этому маршруту за последний месяц стала в 2 раза дороже. И это шокировало многих таджиков. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Некоторые эксперты считают, что рост цен на авиабилеты связан с монополией реализации авиабилетов компании Агентства воздушных сообщений. А один из собеседников, который долгие годы работал в авиакомпании Самон Эйр, считает, что у подорожания авиабилетов в России несколько причин. Сейчас многие пассажиры летят только в одно направление, и поэтому авиакомпании вынуждены повышать стоимость авиабилетов для того, чтобы покрывать свои расходы. Вторая причина – сезонный вопрос. Сейчас очень много студентов и аспирантов заранее приобретают авиабилеты, чтобы выехать в Россию до начала учебного года. Существует еще одна причина. Авиакомпания часто за большие деньги приобретает детали и комплектующие за рубежом. Скажем, не покупают же для Боинга нужные детали на рынке Султани Кабир, говорит собеседник. В настоящее время полеты между Таджикистаном и Российской Федерацией осуществляют российские авиакомпании «Сибирь», уральские авиалинии «Ямал», «Ют-Эйр» и таджикская «Самон Эйр». В течение многих лет таджикские власти подвергались критике за монополизацию билетной индустрии группой лиц, близких к руководству страны, называя это ударом по свободному рынку и опустошением карманов сограждан, вынужденных выехать на заработки в Россию из-за безработицы внутри страны. А как вы думаете, почему это происходит? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!